А между тем, в эти дни в Мирнинском районе активно ведется обустройство нового месторождения алмазов. Пробная партия в Верхнемунском превзошла все ожидания. По подсчетам специалистов, в этой земле более 60 миллионов тонн алмазной руды. Наряду с промышленными работами ведется строительство поселка для сотрудников. Более подробно об этом нам сегодня расскажет заместитель министра промышленности и геологии Якутии Виталий Калашников. Виталий Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, а когда именно было открыто новое месторождение? Месторождение Верхнемунское, состоящее из 5 кимберлитовых трубок, было открыто, так скажем, на стадии поисковых работ в 1956 году. Первые поисковые работы проводились в 1956-1958 год. Потом в 1988-1989 проводились оценочные работы. Месторождение изначально было признано не очень перспективным, с невысокими содержаниями алмазов, примерно 0,43, 0,38. И только последние 10 лет геологи и разработчики Алросы снова вернулись к этим трубкам, пересчитали их, провели доразведку, проверили качество алмазов. И все-таки решили, что это перспективное место. Да, и решили, что будут его осваивать. Решение было принято не так давно, в 2015 году, по-моему. И Алроса принялась активно обустраивать это месторождение. А вот Мирнинский район, а где именно там находится? Не в Мирнинском районе, находится в Оленёкском районе. Оленёкский район, примерно в 170 километрах от поселка города Удачный. Это Оленёкский? Нет, город Удачный – это Мирнинский район. Ага. А к северу находится Оленёкский район, и там в Оленёкском районе мне по географии. Месторождение находится в истоках речки Улахан-Муна, это левый приток Лены. На водоразделе, так скажем, истоков Лены и Ленька. Но все мы понимаем, что новое месторождение алмазов – это крупный такой инвестиционный проект. А сколько денежных средств в него уже вложено и сколько планируется вложить? Планируется вложить более 60 миллиардов рублей. Как правило, любой проект на первой стадии он будет убыточный. И где-то со средины своей жизни начинает только приносить прибыль. Проект рассчитан на 25 лет разработки. Вы уже сказали, что подсчитано более 60 миллионов тонн руды, которая содержит почти 40 миллионов карат алмазов. А вот вы говорили, что изначально специалисты решили, что не очень перспективное это месторождение. Да? Сколько каратов? Если сравнивать с нынешней, которая в Мирном находится, трубкой мира, там какого качества алмазы добываются? Лучше тогда сравнивать с трубками Далдына-Лакитского поля. Это трубка сама удачная, трубка Айхал. По сравнению с одной из самых таких по содержанию высоких, трубка Айхал, у нее 5,5 карат на тонну, а здесь 0,63, это нынешняя оценка, по 4 трубкам. Да. По трубке удачной, это тоже достаточно большое тело, примерно 1,5 карата. То есть видите, какие разные параметры. И сама трубка удачная, она в несколько раз крупнее каждой из отдельных по Верхнемунскому месторождению. Сейчас в разработку по Верхнемунскому месторождению включены 4 трубки. Заполярная Деймос, Комсомольская магнитная и Новинка. И одна трубка пока осталась за бортом, она учтена на забалансовом счете. Это поисковая трубка. Я до этого еще сказала о том, что сейчас в этом месте, в Верхнемунске, обустраивается поселок для сотрудников. Получается, что открываются новые рабочие места. Да, конечно. Алроса планирует создать более 700 новых рабочих мест для разработки этого месторождения. В итоге требуются геологи, еще кто? Геологи, как правило, требуются на стадии изучения. А требуются бульдозеристы, машинисты, экскаваторщики, и водители автомобилей, потому что месторождение удалено на 170 километров от поселка Удачный, а руду будут возить на 12-ю фабрику Удачнинского ГОКа.
за 170 километров. О, действительно большие такие маршруты, большие расстояния. Что ж, огромное спасибо, Виталий Васильевич, за интересную и за позитивную новость во вторник с утра. Я думаю, очень актуальна эта информация для тех, кто ищет сейчас работу.